Переходим небольшое болото. Да тут кругом, в принципе, одни болота. Немножко там сухо, и опять болото. И вот на трассе, на этом болоте, конечно, мы видим вот такой утюг. Дорогу прочищали, трактором таскали вот такие утюги. И хоть немножко дорогу можно было почистить. Там вообще не хитрое устройство такое. Многие знают, может и кто-то помнит, вот такая штучка, он сам таскал эти утюги на тросах. Он уже весь гнилой, трос не вытягивается, там в земле он заросло уже все. Такой утюг. Ширина где-то, наверное, ширина метра, так раз, два, три, 3,5-4 метра где-то, наверное, было. Но 3,5 точно есть, не меньше, не больше. По пути, как и мы идем в какую сторону, вот тут следы оленей идут. Вот их, наверное, 2 или 3 штуки. В сторону севера тоже. В сторону севера тоже пошли, вот следы. Вот они, мы перешли. И мы тоже вот это болото тоже мы прошли. В общем, на сухое место дошли. И сейчас уже будем идти по сухому месту. Но недалеко так сухо. И там дальше опять болото. И все время так дорога идет. Очень непроходимая, трудная дорога. Вот здесь один из райских мест на земле. Я считаю так. Здесь вот болото, лес, тайга, дорога, муравейник, все. Все это красочно, красиво. Мне нравится вообще. И вот дорога, колея, ведущая куда-то вдаль. И воздух такой свежий. Вообще все тихо, только ветер гудит и все. Муравьи уже все отдыхают тоже. Ни одного уже не увидишь. Может, там один разведчик где-то будет ходить. Но для них уже погода это холодно. Сегодня уже снежок был. Мы еще дальше будем идти. Пока тишина, гусей пока тоже нету. С утра один косяк. Но там не назову косяком, несколько штук, 7 штук может было. И все. Вообще красота. Там, наверное, тоже вот болото. И здесь островок, такая земля, все ягель. Для оленей, еда, все на месте. Все красиво. Все идеально красиво, чисто. Чистый воздух. И сегодня прохладная уже погода. Ветер такой уже чуть-чуть дает признак зимы уже, там скоро зима. А это тоже уже как вяло ищет. Даже запаха нету. Видно, что дичи нету. Даже не нюхает, там сходит куда-то, посмотрит. Видно, что тут никого нету. Уже в этом году в этот район уже точно не придем. Здесь мы сегодня хороший круг сделаем, разведка, и все. Сюда уже больше не будем приходить в этом году. Видно, что дичи здесь нету. Ни косачей, ни глухарей, никого. Все тихо, приятно, хорошо идем. Ну, нет слова одним словом. Идем дальше. Вот оттуда мы шли в сторону севера. И вот слева опять развилка. Опять дорога куда-то ведет непонятно куда. Если не знаешь такие места, можно и запутаться, потеряться. Там развилка на развилках. Везде кругом дороги. И как я помню, уже должен быть здесь наша просека. И будем уже спускаться по просеке. Вон, видел,
Дальше уже то же самое, такое же болото, болото, потом опять такое сухо будет, такой кусок. И дальше идешь опять болото, короче, кругом там. Я ходил там еще от этого места, наверное, 4 километра до следующей просеки. Там спускался уже в сторону, куда? В сторону, подожди, в сторону запада. В сторону запада, да. Юго-восток, северо-запад, северо-юг и восточно-западные просеки там. Туда уже идти не буду. Там, короче, хреновые места, одним словом. И смотрю, боровой дичи вообще нету. Никого не видели. Ни одного косача. Пизду нахуй. Надо идти обратно домой. Буду спускаться сейчас. Найдем просеку и будем спускаться по просеке. Вот она, родимая. Вот дорога, трасса оказалась недалеко, вообще рядом. И не пришлось даже навигатор вынимать из рюкзака. Вот наша просека. И будем идти по этой просеке, обратно возвращаться уже в сторону избушки. Нет, туда как-то вот хочется побольше ходить, побродить там, может по новым местам, если с одной стороны подумать, там еще может там круг сделать, если нет. Я не буду идти, потому что дичи в этой стороне нету. Вообще нету. Дичь ушла или, да и видно, что вот, скажем, где земля, там, где вот коряги, там, ну, сваленные деревья, там земля видна. И вообще видно, что дичи вообще не было. Не знаю, где искать, но лучше время потратить на других местах, в другой стороне. Можно сходить, наоборот, на запад куда-то или еще в другую сторону. Но тут ловить, я думаю, нечего. И ходить тут трудно, блин. Одни болота вообще. Нет, будем возвращаться. И что-то другое будем думать. Искать в других местах. Но сдаваться ни в коем случае не будем. Будем искать и добывать. Вот трос привязан к дереву. Давно уже тут ставили. Он уже еще заросло. В земле он лежит. В общем, походу это не вытаскивается. Это петля для медведя или для лося. Вот где-то 10 миллиметров, наверное, трос. Для крупного зверя тут ставили петлю. Это, наверное, кто еще в лесопункте работал. От трассы недалеко. Может они, может где-то у кого-то здесь участок промысловый был. Непонятно что, но это факт, что эта петля предназначена для Мишки или для Сахатова. О, блядь. Так, вроде идет. Если двумя руками, конечно, быстрее можно. Ну да, она есть. Вон. О, идем. Вот петля. Ну а по длине это, походу, наверное, ставили на этих, на лосей. На лосей, может быть. Пускай лежит. Петля для крупного зверя вообще. Вот что значит, где не ходят люди. Кругом ягоды, голубика, вон сколько их тут. Все синее. Вон. Куда вот не глянешь, везде. Везде голубика. Переспелая уже как-то чуть-чуть невкусная. Так себе можно, конечно, есть, но не такой вкус, как в сентябре, в августе. Собаке нравится. Тут людей нету, никого.
Вот и ягоды есть. Тут пересекаются две просеки. Вот столб квартальный. Циферки, конечно, не буду показывать. Так, запад-восток и север-юг. И если спуститься тут на запад, нам еще остается километров от Чили, километров 4, наверное. Но я решил и схожу, наверное, еще вон туда, на север. На север где-то километров хотя бы 2 так спуститься, подняться, километра 2, и навигатором буду идти к избушке. Он пришли оттуда, он сосняк кругом, здесь лес такой красивый, хороший, и вроде идти сухо. И вот из-за этого я и передумал. Здесь еще не проходил. Посмотрю, пройдусь один раз. Если понравится лес, и дальше, может, по ходу буду ходить тут на охоту. А сейчас непонятное, неизвестное место. Схожу, посмотрю, разведка. Будет разведка, может, разведка с боем. Ну что это? Пойдем, пошли, сходим. Возле просеки, вот просека, по которой сейчас мы идем на север, дошли до какой-то вырубки. Вырубка, не скажу, что старая еще, может, лет 5 максимум ему. Ну, может, 7 от Чили. Но вырубка еще свежая, это считается нормально. Еще недавно еще вырубали тут лес. Все, семена, все есть, семенник оставили. И вот подруб идет в ту сторону, юга, юго-восток. Юго-восток. Вот туда и лес таскали. Где-то там, наверное, в той стороне площадка находится. И там вывозили, может, той трассе, по которой шли. Непонятно, но тут автограф у косачей или бухарька, может, но кто-то здесь зимой зимовал. Это на лунках они тут сидели. В общем, идем. Прошел 700 по этой вырубке, вот сейчас иду в сторону севера. И смотрю, вон, что с этой стороны, что с той стороны, все прекрасно. Все прекрасный лес, прекрасная почва, подсадов нету, не сыро, ходить легко и приятно, я сказал бы. И вот я смотрю, вот также все везде, вот эти комочки такие, бугорки. И по рассказу деда я сейчас вот вспомнил, это все действительно это все старые вырубки. Это вырубали лес после войны и вывозили все лошадями там. Вот такая история вообще. Раньше как-то думал, вот это около большого пня, что за пень. Это там тоже старые вырубки. И все вывозили лошадями к речке, сейчас к которому я тоже пойду потом. И всю зиму там заготавливали лес. И этот лес потом весной, как вода, лед уйдет, реку тоже с устья реки там все вычищали все чисто, без задержек, лес сплавляли по этой реке. Вот такая история, оказывается. Сейчас вот только что вспомнил, опять вот увидел вот эти бугорки. Это пни, старые, послевоенных времен пни. Здесь вырубали лес и вывозили, сплавляли через реку и уходил куда-то до города Сыктывкара, а там дальше уже, знали, куда уходят. В общем, лес уходил в Россию. И после этих вырубок вон какой лес уже растет, по-новому все вырастает. И там спереди опять какое-то сырое место на подходе. И вот горизонт как-то вот вниз все время спускалось, и там
оттуда даже потихоньку такой тягун, все потихоньку идет под гору, как-то вот наклон. И, наверное, там вдали уже, там сырое место походу. И не знаю, что там дальше нас ожидает, какие места. А здесь вообще даже подсадов нету, и так красиво, так здорово вообще. И этого нету, как его, брусники, ягод тоже очень мало. Есть, конечно, есть, но для сборки их мало. Ну, сейчас уже знаешь, и время, что может даже выпадать, там переспелые. Но вкусно. Мало, но вкусно. Как я ожидал, ручей, сырое место, и он такой, даже не скажу, не мелкий, нормальный ручей течет. Лошади тоже тут проходили. И я смотрю, вот тут даже кто-то мост, наверное, раньше делал. Здесь для чего-то был мост. Может, когда лес еще вывозили, это с тех времен. Но мост есть. Есть и стоит. И вот такой ручей течет своим ходом. Туда вверх поднимается. И я, наверное, думаю даже, что сюда может быть и поднимается какая-то рыба. Ельцы, хариус. Все может быть. Потому что и сейчас самое сухое место, ну, сухое время, еще дождей таких крепких не было. И глубина где-то сантиметров 70. Вот именно на этом месте. Вон какой ручей. Красиво течет. Интересный ручей. Заманчиво, конечно. Лес шумит. Все хрустит. Ну какой ветер. Скрипят деревья. Погода хочет, наверное, меняться. О, как вот наша просека. Туда мы дальше поднимаемся. Дядя. Сейчас сел, чаек попью еще. Так, просто чай. Хочется пить вообще. Вот такой звук природы. Это настоящий звук природы. Шум ветра, скрип деревьев. Вон какие высокие шатаются. Вот она природа. Природа, кроме края тут. Сосны до елки. Все красиво. Дошли до очередной сырой местности. Как бы непроходимые участки тут. Я вот в руках держу навигатор. По совету одного из подписчиков сейчас вам в пакете ношу, чтобы не царапался экран. Спасибо за совет. И вот по навигатору посмотрел, и до своей избушки у меня, если чисто напрямик, если вот напрямик здесь идти мне 5 километров, а я хотел дойти до столба, вот 3 километра от прошлого столба, как бы прошел до этого местности, еще остается километр, но вон там уже я в принципе там один раз ходил, там уже место, ну как бы по трассе там шел и спускался по этой просеке. И там уже сырые места, непроходимые участки. Короче, я туда уже лезть не буду. И пойду здесь, вот где вот сосны. Ну, буду, в общем, стараться обходить. И такой кружок тоже, как бы, постараюсь, конечно, тоже сделать. Где вот побольше круг. Сразу не пойду напрямик 5 километров. Пускай чуть-чуть подольше буду идти, но пройду чуть-чуть побольше местности. Надеюсь, хоть что-нибудь за целый день увидеть, встретить. Вот уже сколько мы прошли, ни одного глухаря, ни глухарики, ни косачей. Вот
Здесь недалеко одного рябчика еще. Вот я видел, собака лаяла там подальше, а рябчик уже возле меня один сидел вообще. Немножко уже подустали, но уже сейчас будем идти в сторону избушки, и будет их идти легче. Потому что уже в сторону избы, как бы уже надежда есть, что дойдем, будем отдыхать. В общем, такая картина. Все, навигатор обратно выключаю. В принципе, я понял, в какую сторону сейчас идти. Примерно. И компасом в этом направлении будем идти. Батарейку не буду разряжать. Нам еще навигатор понадобится. Все, идем. Идем. Если никого не встретим, снимать ничего не буду. Надеюсь, но все равно как-то все равно включается, там, ну, хочется поснимать, а гигабайты-то летят у меня. И вот как бы стараюсь экономить и понемножку хоть так поснимаю. Собака немножко уже подустала даже. Откуда настроение поднимется, если дичи нету боровой? Вот рябчики возле речки еще держатся, а в тайге вот здесь людей вообще практически нету, не ходят никто. И все равно дичи нету. Значит, и не было. Ладно, все. Поняли, где и как, куда. И будем идти дальше. Айда. Передай привет. Ставьте, скажи, лайки. Да? Лайки нам тоже нужны. Поймал просеку. Западо-восток. Вот такая просека тут идет. И до этой местности, пока я шел оттуда, с главной просеки, там юго-север, которая была, там поднялась еще одна птица, наверное, косач. Косач, тетерев-то есть. Еле-еле там густое место было, и хлопая крылья куда-то непонятно. Даже и никуда не думала, что присесть, ну, как бы садиться на какое-нибудь дерево, сразу моментально улетела, и все. Больше ее не видели мы вообще. Вот здесь, это нам по пути, здесь будем спускаться. И вроде место тоже сухое, и чуть-чуть даже тропинка есть. Видимо, тут какой-то охотник, может, или кто, но здесь, видимо, кто-то ходит. Все равно нам это по пути, и здесь мы будем спускаться. Тоже вот в этом местности первый раз. Надо вообще сходить, разузнать, что к чему. Пойдем здесь. Вон, иди. Бруснику хавает. Уже направляемся в сторону юга. Это уже средний просека. Не квартальная, а средняя. Там еще остается тут. Но тут уже последние участки, где хоть более-менее там еще почва крепкая. Но там уже сейчас сыро и болотистые места начнутся. И вот тут мы еще видели 5 или 6 косачей. 2 штуки в одну сторону улетели, а 3 в мою сторону пошли. Полетели, короче, черные косачи были. Но в лед стрелять не стал. В общем, кроме них пока ничего. И пойдем в сторону юга, и там опять по компасу будем направляться в сторону избы. Вот в таких сырых местах можно встретить такие ягоды черные. Вот листья как черемуха, но это не черемуха. Он крепче держится, пока еще не выпадает. И такие кисточки, ну там по несколько ягод вон. Покомы как-то один попросил, там покомы он называл. Я эти кустики даже ему домой привозил. И сейчас даже покомы не могу, ну, не помню, что за растение, вот это дерево. Маленькие такие кустарники. Но они высотой где-то метра 4, наверное, растут. Ну, тоненькие кусты.
Вот сейчас поблизости. Но там еще вон они есть. Не знаю, даже по кому забыл, а по-русски точно не могу сказать, что за кустик вот такой. Вон, как черемуха. Находимся в таких... В общем, здесь место одни елки, елки береза. От сосны мы уже отошли, уже далеко прошли. Здесь уже как бы близко будет река. И вот я хотел бы показать. Вот здесь дерево, он свалилось в ту сторону. И корень. И вот здесь вот с весны вот видно, как боровая дичь искала тут, как сказать, блин, искала камушки. Вот здесь даже это свежее, где-то полметра высотой. Наверное, здесь, ну, по-русски назовем их кополуха, наверное, называют. Не глухари, а кополухи, дозмер. По-нашему дозмер. И вот здесь тоже автограф ихний. В общем, они здесь пируют. Лафа, вон сколько уже здесь перетоптали, перекопали, ищут камушки, золотишки. Вот такой рай. Рай для боровой дичи тут. А их не видать. Что-то вот, наверное, приходят, но все равно они с крыльями. Сегодня здесь, завтра там или наоборот. Сегодня вот здесь мы проходим, никого нету, а может завтра или послезавтра уже здесь они будут. Но не попали мы сегодня к ним. Так, ладно, нам еще топать, а здесь уже вон все в подсадах, чепыжники одни. Не знаю, в какую сторону и идти, наверное, правее возьмем, там немножко сосны там видны, но все равно, где вот сосны, там еще крупную дичь можно встретить. А туда уже в гору не будем подниматься, там одни елки походу. Одни елки и море подсада нас там ждет. В общем так, райский уголок вон тут для боровой дичи. Ух, и натоптали они здесь. Не один день уже с весны тут. Да, нормальный ход. Очередное чаепитие у нас. Фу, немножко уже начал подуставать. Нормальный ход, наверное, километров 15, может 20. Точно не могу сказать, но уже около 20, наверное, точно уже идем. Еще чай вот сейчас бабахнем. Розовый чай. Да. Сейчас чай бабахнем, и тут уже немного осталось. Но все равно нам легче идти потом, после чаепития. Тескед. Тескед не нет. Тескед. Ешь. Все, и подтаджит. Как не приплава веттедлинede. В общем, все. Сейчас чай попьем и дальше к избушке. Уже немного осталось, километра 2, наверное, может 1,5. Но круг сделали, блин. Хотели в одну сторону идти, потом передумали в другую. Туда-сюда ходили. Намотали мы тут еще километраж. Мы уже на избушке дошли наконец-то. 3:30 времени. Немножко подустали. Сколько там? 6 часов, 3:30. И примерно, если взять 9 часов ходу у нас было. Примерно шли мы 3 километра за час. Это среднее. Быстрее не сможешь по тайге ходить. И с расчетом времени и у меня выходит где-то 27 километров
25 это 100% прошли. И по усталости я определяю тоже, после 20 километров начинаю подуставать. Это нормально. Это расстояние как бы для охоты, для охотника самое нормально. Ходили сегодня в основном по нормальной почве. Ходили там, где еще нас не было. Было интересно ходить. Узнали новые места. И одно, конечно, что за целый день хода ничего не добыли. Ничего. Глухарей не видели. Были несколько рябчиков. В одного я стрелял. Стрелял, попадал. Такой комок перья осталось у него. Наверное, где-то снизу, вот, где вот задница, там пуля прошла. И в общем, перья остались, а сам улетел. Летел и пусть летает. Или может, если упадет, то куницам на корм уйдет, или еще какой-нибудь зверек съест. Медведей там в той стороне, куда я сейчас ходил, практически нету. Ну вот видели вот эти ямы, которые он там что-то рыл. Еще в нескольких местах видел вот эти следы, он гадил, короче, автограф свой оставлял. А свежих ничего нету. Это все старое уже. Летние там, летом ходил. Вот такой поход сегодня получился у меня на глухаря. Повторяюсь, ничего не добыл. В следующий раз опять в других местах будем ходить, искать. А на сегодня все. Надеюсь, досмотрели этот фильм. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Дальше будет еще интереснее. Будем дальше искать, добывать, ходить. А на сегодня все. Пока. 11 октября. Картина маслом. Вот что мы видим. За ночь выпал снег. Первый снег, нехороший снег. И чуть-чуть заморозки. Вот там все под ногами хрустит, шумит. В общем, не очень радует нас такой шум. И тишина. Ветра вообще нету. 5:30 утра. Мы уже готовы. Собираемся на охоту. Вот, вода немножко тоже, как бы такой на воде небольшой лед получается. Ну, тоненький. И вот в умывальнике тоже. Вот так хрустит, но это еще ничего страшного. Это норма. Айда бегает, все, собираемся. Сегодня сходим и на то же самое место, где мы видели прошлый раз, когда приезжали медведя. Также там мы видели одного глухаря. И сегодня, если получится, конечно, встретить опять этого глухаря. Ну, в общем, мы собрались. И пошли. И уже все, идем на охоту. На глухаря. И по ходу немножко буду снимать.